Ребята, всем привет, добрый вечер. Наверное, начнем с самого главного. Пару дней осталось до Нового года, уже все. На рыбалку уже не выезжаю. Ждем уже Новый год. Рутина, ребят, сами понимаете. Сегодня ездили по магазинам, закупились немножко. Завтра будем убираться дома, готовки. Ну, короче, наверное, как у всех. Ступим в баньку. Короче, проводим старый Новый год и встретим как настоящие, как нормальные люди Новый год. У нас елочка. Сегодня как раз на квартире, ребята. Ирина Андреевна, поздоровайся. В общем, ребят, дома. И сегодня хотим распечатать новогодние посылочки. Вот именно прям новогодние. Пришли 2 посылки. Вчера ездили, забрали на почту. И вот сегодня будем распечатывать и открывать вместе с вами. Все, друзья, давайте начнем. Погнали. В общем, ребят, 2 пакета. А вот эту посылочку я очень хорошо знаю. Это от хорошего человека. Пришла она с Грузии. Вообще с Грузии. Там такие телодвижения были. Прям серьезно. Ирина Андреевна, нож никогда не трогай без разрешения. Так, ну начнем, наверное, с этой. А эту мы потом оставим. Лариса Юрьевна, кстати, за оператора сегодня, ребят. Буду говорить погромче. И, Ларис, приближайся, что-то где-то как-то. В общем, это у нас от Леонова Романа Александровича. Область Вологодская, город Череповец. Череповец, ребята. Вес. Ну, что-то вес опять не указан. В последнее время что-то не могу понять. В таком пакете. Курочки, дочь, твои любимые. Твои любимые курочки. Вот так, ребят, запечатано. Смотрите. Надо, что ты вот эту распаковывал, а я вот эту. Короче, вот эту посылку, ребят, вообще не знаю, отвечаю, вот прям не знаю. Ну, бывает, что люди просят, пишут не только как бы в Ютубе, в комментариях, также пишут ВКонтакте и в Инстаграме. Андрюх, дай как бы адрес, чисто от души хотим благодарить тебя. Смотрим ролики и как бы я бывает адрес оставляю. Соответственно, вот, конечно, потом кто-то отправляет, а кто-то как бы, ну, в общем, смотри. Даже такая коробка. Поближе сделай. Деда Мороза. Кира, ладно, давай сейчас эту сначала распакую. Потом вернемся к той. Так не, она, смотри, она прям новогодняя. Как это. О. Так. Дочь, ну твоя. Вот это да. Смотри, это что такое? Это какой-то, то ли брелок, то ли что. Это какая-то подвязочка. Будем разбираться. В общем, здесь вкусняшки. Сникерсы. Сок, смотри, немножко разбился, да? Вон, видишь? В общем, опять тебе, короче, вкусняшек. О, Чупа-чупс, Миллеры. Классно, да? Да, парни, спасибо огромное. Короче, это обеспечиваете меня немножко и ребенку. Ну, я имею в виду факт того вкусняшек. То, что мы получали, у нас уже нет вкусняшек. Что-то с чаем сами выпили. В общем, родной, спасибо. Как раз на Новый год поставим под елку. У нас есть 3 кулька, не разрешаю трогать, потому что тот просто разобрали. Ну ура. Ладно, это сюда. Это я прям не знаю, что такое. Он просто какой-то, не знаю, то ли магнит, нет, керамический какой-то. Может, просто какой-то этот. Так. Ну, что-то да. Ну, это явно для тебя, наверное, скорее всего, собрали. О, это вообще огонь. Это набор посуды. Короче, туристический набор посуды из классного металла, который закипает вода за минуты 3-4. Там должна быть сковородочка. Точно, смотри.
вообще пушка, конечно. Это, ну, понятно, что для одного, как для выживальщика, ну, очень крутая тема, ребята. У Васильевича, кстати, такая же. В общем, здесь у нас идет в наборе вот такие штучки. Это тарелочки. Да, давай вот начнем с этого. Здесь идет сковородочка. Вот такая сковородочка, вот так ручки прячутся. Раз, два, вот сковородочка. Потом идет, опа, такая кастрюлька, также с такими же рукоятками. Кстати, вот воду кипятить вообще классно. Блин, махом, и она с крышкой закрывается. Да. Все верно. А это чайничек. Это чайничек. Вот такой чайничек. Тоже вот так. Вот такой чайничек ставится тоже. Самое интересное, ребята, то, что он очень легкий и вода закипает вообще махом. Просто на горелке, просто 5 секунд. Можно? Да? Это вот все убрать. Раз. Это что, воду? Это, скорее всего, не знаю, чего такая тема. А, это половник. Это половничек, суп накладывать. Это тарелочки. Это что такое? Вот это я не знаю. Это просто, наверное, подкладка. Вот это классная вещь, конечно. В наборе, да, должна быть. Тарелочки. Вообще круто. Спасибо, братан. Она все вот сюда бам. Складывается, сковородочка. Все вот так закрывается. И все, и еще вот такая тема. А это я не знаю, что такое. Это может для запаха что-то или что-то, что пили от влаги. Может, губка для мытья посуды? Я не знаю, возможно. Да. Возможно, конечно, что и это. В общем, то, что факт, что он очень маленький, это, конечно, нам не нужно. Вот такие вещи. А вот это прям положу сразу по себе. Вот так, бам. Все. Ну, здесь понятно, что вот такие Тарелочку тут. вещи. Вот специальная штучка. Ну, держать, да. Это можно пить. Это да, это черпачок такой, все верно. Вот так складывается. Вот это спасибо, конечно, блин, огромное, да? Пригодится у нас. Мы любим очень готовить, любим классно отдыхать, кушать, наслаждаться, в общем, отдыхом. И вот такой наборчик вообще будет лежать отдельно. Спасибо, вообще круто. Очень, конечно, приятно, на самом деле. Так что, братское сердце, от души с наступающим. Спасибо за презент. Очень приятно. Плюс еще вкусняшки. Вине Андреевне. Доча. Классно? Классно. Дай пятерку. Спасибо. Спасибо. Вообще, вот это, конечно, да. Как у Васильевича в один. Фермерский набор для посуды. Так и есть. Очень, кстати, быстро кипятит. Самое, вот, что мне понравилось, что он поставил махом вообще. Махом. В общем, друзья, не знаю, кому интересно, в общем, вот так набор выглядит. Сковородка, кастрюлька, чайничек. Ну, вообще по-русски ничего, инструкции нету. Ставлю под елку, так как это подарок. Ставим под елочку, да, Ирина Андреевна? Ага. Так, сейчас бы еще закрыть правильно. Все. Вот такой наборчик сейчас у нас будет присутствовать. Красота. В общем, Роман, спасибо огромное. Приятно очень, на самом деле. Подарки прям шикарные. Очень шикарные. Давно смотрел на такой прибор, на такой набор. Боня, Лиса. Ну, тут у нас, кстати, котопес бегает. Бать, Лиса, кирпозы. Возьми ее. Сейчас еще не возьмете. Ладно. В общем, братцы, очередная посылочка. Сразу две распаковываем, так как забрали вместе. В общем, новогодние. Здесь прям серьезная посылка. Я прям знаю. С этим человеком сейчас на связи. Мы в Телеграме начали общаться. Зовут его Николай. Ну, он говорит: Андрей, я говорит просто Колька. В общем, человек уже в возрасте, как бы не такого возраста, как я. Но мы с ним как брат, просто с братом общаемся. Эту посылку он отправлял из Грузии, он сам живет в Грузии. Каким-то образом она на машине поехала, ну или на автобусе, на машине до Москвы, а уже вот племянник у него отправил, получается, мне почтой. Вот она нашла прямо здесь.
Он очень все переживал, чтобы она дошла вот именно не поломанная, чтобы ее не вскрыли, так как там какая-то ювелирная продукция находится. Ювелирно-сувенирная. И чтобы он говорит, ну, он все пытался, чтобы кто-то ее отправил, как бы какой-то там, ну, знакомый человек, но никого не нашли, ну, такого прям уверенного в себе. И отправили почтой, соответственно, Николай, все, я ее распечатываю. Под Новый год ты постарался, успел. Габриэна. Давайте-ка мы откроем. Боня нюхает, да, вкусные какие-то запахи непонятные, да? В общем, вот такая, ребят, коробочка. Чуть по чуть я знаю, что там находится. Ну, прям конкретно тоже не могу сказать. Тут опять так же открывается. Ага. Вот так. Видишь, сразу уже другие коробки. Уже понятно, что другая. Не Россия, грубо говоря, а Грузия. Николай сейчас отправлял, кстати, недавно вечером фотку. Море, прибой, красота вообще. У нас вот сегодня погода, ребят, минус 17, такой ветер, да, Ларис? У нас машина еле завелась. 17 минус, а машина еле завелась, потому что сильный ветер северный. Ну что, начнем? Да-да-да. Оба-ба. Так. Ну это, я так понимаю, в сторону. Так, пакетик. Пакеты в пакетах. Пакет уже серьезно, он уже в Грузии, понимаешь? Уже пакет серьезный. Да, запаковано еще пакетом. Да, ну это все сделано от души. Нормально потом пакет. Все, давай-ка мы сейчас попробуем не резать ничего, развязать. Я так понимаю, что... Нет, хуже все-таки, скорее всего. Вон, что там мне прошло? В Грузии, да? Ясик завязал, конечно. Здесь прям. Да вот так, ну и Все. чтоб мне он расправился. Все. Так, начнем. С пакета. Так. Это что такое? Это, скорее всего, какие-то вкусняшки национальные. Ух ты. А, Колян писал, это, в общем, короче, рисовина в кипящем каком-то там соке. Это все делалось вот так, короче. Я потом, ребят, напишу, что это такое. Я сейчас просто из головы вылетел на самом деле. Чего ты? Чего воняет? Это национальные, ребят, вкусняшки. Ребят, пишите, кто знает, а я потом напишу в комментариях в закрепленном, как это называется штука. Я-то думал, что-то чушь хела, да, или как это называется. А это нет, ребят, это грузинская Может, тема. будет такая? Надо было, братан, написать себе записочку здесь, чтобы мы понимали. В общем, национальный на стол новогодний, ребята. Понимаете, о чем речь? Погнали дальше? Да, Николай писал, это перчатки водонепроницаемые вообще абсолютно. То бишь в них можно и под водой плавать. Нормально налезли. Они еще плюс растянутся. Они мне на мою руку касаются. В общем, красота. Может, они такие есть, неопреновые, теплые. Это самое главное, что у них можно вот зимой ковыряться прямо в воде. А ты просто руками. А я привык, потому что короче, вот такие перчурки. Опа. Это коробочка. Какая-то коробочка. Уже начал с какой-то стороны что-то упадет. Свободен. Скажи, кстати, Боня. Вот, ребята, у нас такой котопес. Зовут его Боня. Недавно мамой стала. Но уже как бы щенят нету. Это Лариса занимается, у нее уже вторая собака. Это йоркширский терьер. У нас такая вот стриженная. Мерзнет, у нас даже одежда есть. Ну, короче, такое. Титьки вон у нее уже висячие. Щенята уехали, и все, хорошие семьи, все это в Кар, в Архангельскую область. Все нормально, хорошо. Ладно. Здесь какие-то драгоценности какие-то.
Какая-то подвесочка. О, Может, подвесочка моя? короче, ребята, перстень. Мужской перстень, женский перстень. И что-то, не могу понять. Видать, Цепь. цепочка, О. да, О, серебряная. мне какая-то пойдет. А, сейчас вот все. А что, не только вам же? Иголочки. Так, иголочки сделаны. Офигеть. Не знаю, это же серьезные вещи. Ну-ка, положи. Опа. Не знаю, что это такое. Два. Два что-то, да. Две подвески, две цепочки. С кулончиками. Небольшая и побольше. Ну, вот это точно моя. А она. кулончики, смотрите, ребят. Вот такие, ну, Новогодние. традиционные. У меня Какая-то снежинка, снежиночка. да? Так, ладно. Ну, можно мне? Таким вещам вообще, конечно. Вот такой болт, ребята. С агатом. Скорее всего, да, Ларис? Лариса у нас, кстати, бывший ювелир. Должна знать. Мама, вот это твое Серебряное. колечко. Скажи, она так. Но на мизинец пойдет. Кстати, на левой руке пальцы тоньше. Вот тут вообще. Ну, на мизинце я же как цыган не буду носить колян. У меня есть, кстати, вот. Это давно я его нашел. Вот такой перцачок. Но он по размеру не подойдет. На пальцы он не подойдет. Пальцы у меня, конечно, мощные. Вот у мамы. Это вот такой женский перстень. Интересно. Интересно. Так, ладно, ювелирочку пока в сторону. Будем разбираться. В такой коробочке. Все серьезно. Так, ладно. Тут еще очень похоже. Так, еще есть, да, что-то? Давай дальше продолжаем. Продолжаем, ребята. Чтобы не затягивать ни ваше время, ни наше. Ну, многие как бы смотрят, интересно. А так, А только когда найти на наверное. о, ребята, здесь у нас, Орехи. мать, какой орех? Хот-дог? Нет? Да? Да? А Николай, кстати, писал, говорит, если какая-то влажность, его на сковородочку тут немножко подкинуть. О, целый мешок орехов, ребята. Нормально, нормально. На Новый год скушаем, правильно? Да, дочь? Доча говорит, нормально. Так, ладно. Орехи. Или какой-нибудь торт сделаем, пирог. О, А вот и чурчхела. да? А вот это чурчхела, да? Это она, да? Да. Пакетик. Давай, держи. Смотри, какие вещи. Нормально под Новый год под стол из Грузии поднавалила, да? О, дочь, смотри. Доставай. Вот это как раз, да, вот в сиропе, наверное. А вот это я Вот. не знаю, что такое. Это же инжир, наверное, нет? Просто реально. Может быть. Это мармелад. Вот, папа, еще тут что-то. Здоровая, да, какая-то? Это не это. Это Это пастила. А, пастила, да? Говорится, Юрина, Вручной работы. Нормально на Новый год на стол у нас вкусняшки будут, еще ребята. пастила какая-то. Класс. Вообще класс. Да, еще пастила какая-то. Смотри. С разными вкусами. Да? Угу. Яблочная, Короче, у наверное. нас новогодний стол будет плюс-минус грузинский, ребята. Еще есть сирийская водка у нас в прошлой посылке. Короче, закатим нормально Новый год. Вообще души. Колясик, брат. Все дошло. Все нормально. Перчи сразу я беру. В любом случае буду заниматься тычками по налиму. И вот эти перчатки как раз они мне нужны будут. Прям вообще классно. Спасибо. Вот это, наверное, скорее всего инжир. Ларис, не знаю, ты только, наверное, разберешься. Вяленый. Да? На хурму похоже. А, ну да. Сушеная. Да, на хурму вяленую. Я понял. Это не инжир, это хурма. Пахнет, да, тогда пахнет интересно. Странно, но я не знаю, я просто первый раз такие вещи вижу. Это вот такую штуку, вот эту я видел, вот эту я точно не видел. И вот это, Орехи в кайф.
Сейчас попробуем. Наверное, согреем на сковородке, подгреем. За ювелирку, конечно, отдельно спасибо, Колясик, но это прям, не знаю, это прям, ну, видно, что это перстень, как бы, знаешь, он уже в таком уже возрасте. Возможно, это какая-то история, прям на самом деле. Он не подходит у меня на пальцы. Юрий, вообще, а это что за камень? Ну, на аметист похоже. А это какой? И вот такие, ребят, подвесочки. Большая цепочка и маленькая. Вот такие подарки, ребята, серьезные прям, на самом деле. Вот это наоборот большая. Я, кстати, люблю очень серебро, у меня вот цепочка, самого КС. А отцовская иконка, это вот от отца осталось. Перстень. Браслет вот этот вы тоже знаете, мне подарили тоже. Ювелирчик, парнишка, Серж Коровых занимается. Сейчас вот Колясик подарил вот такие подарки. Я пока ничего не могу сказать, просто немножко шокирован даже вот таким подарком. Все понимают, что это все от души сделано. Прям круто. Доль, что скажешь? Как тебе? Нормально, да? Вкусняшки у нас будет. Вот такие грузинские. В общем, братцы, без комментариев, наверное, просто попрощаюсь с вами. Колясику я отдельно скажу спасибо. Тебе, Ром, тоже спасибо за такие вещи. 2 дня осталось до Нового года. Всех с наступающим, ребята. Давайте, чтобы этот год ушел, если какие-то проблемы. Но он проблемнейший в любом случае, как бы по всей стране, мне кажется. Чтобы следующий 23-й был намного лучше, прогрессивнее, успешнее. Чтобы дома было все классно, благополучие. В общем, ребят, давайте увидимся уже в следующем году. Всех с наступающим, ребята. Будь добру, так скажем.